В Мирном продолжается установка пожарных извещателей в многоквартирных деревянных домах. В приоритете удаленные районы города, микрорайон Заречный и Верхний, а также районы аэропорта. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Сегодня пожарные извещатели есть в 53 домах. 106 извещателей с GSM-модулем, сим-картой установлены в подъездах на втором этаже. В случае возгорания и задымления сигнал посредством мобильной связи подается в оперативные службы. Это ЕДДС, пожарная служба и управляющая компания. Но по нормативам у нас по городу до 10 минут. Здесь, в данном районе, у нас непосредственно где-то в километре, примерно даже, может, поменьше, находится пожарная часть, одна из пожарных частей. Отсюда выезжает автомобиль пожарный с подразделением, и с города непосредственно сразу же по высшему номеру, то есть как минимум 2 машины еще. То есть в общей сложности в данный дом, допустим, по этому адресу может прибыть 3 автомобиля одновременно. С момента установки пожарных извещателей были лишь ложные срабатывания. Причина – курение в подъезде. За свою безопасность жильцам придется платить. В скором времени управляющая компания проведет собрание с собственниками жилья, разъяснит, сколько будет стоить корпоративный тариф сим-карты и техническое обслуживание извещателей. Стоить это будет для жильцов порядка 2,5 рублей, то есть 2 рубля 50 копеек с одной семьи, да, с одной квартиры, для того, чтобы ежемесячно выплачивали управляющие компании такие взносы. Ну, это посильная, я считаю, оплата даже для малообеспеченных семей. Но оговорюсь сразу, что это предварительная оценка. Управляющая компания сейчас более подробно это посчитает. Но я думаю, если даже в 2 раза увеличится, но 5 рублей, я думаю, способна найти каждая, даже малоимущая семья, для того, чтобы оплатить эти взносы. В этом году на установку пожарных извещателей в бюджете города выделено около 350 тысяч рублей. Оставшиеся 163 деревянные двухэтажки обеспечат до 2022 года, постепенно приближаясь к центру города. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.